Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 25 вересня сучасний мастацький театр означає своє 15-годдя. Для недержавного театра, який працює і робить нові постановки, виключно дякуючи глядацькій цікавості і підтримки, гэта, пагадзіцеся, вельмі шмат. Про тое, чым жыве і як плануе адсвяткаваць сваё 15-годдзе сучасны мастацкі тэатр, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта кіраўнік мастацкі, рэжысёр, актор сучаснага мастацкага тэатра Владимир Ушаков. Здравствуйте. І гость з Чикаго, які, я так разумею, будзе таким сюрпризом для тых, хто прыйдзе на святкаванне, Вячеслав Каганович. Добрый день, шановное господарство. Спадар Вячеслав, нормально по-беларуску? Ну, разумеем по-беларуску, нават можем говорить. Это радует. Редко приходится попрактиковаться у Чикаго. Я так разумею, что Чикаго это с вашим приездом повинен был стать белорусским городом. И он и так белорусский город. Ну вы бачите. У нас на радио працують люди, які добре говорять і розуміють по-беларуску. Иногда я их на это провоцирую так, чтобы они таким говорили чином, по-белорусски. есть Чикаго американский, подобный на белорусский Минск. На радио все говорят по-белорусски, а на улицу выйдешь, там не вельми. А все по-ангельскому. Ну, с таким, да, вот так. Ну и так, по-русски, часом по-ангельски. А мы будем по-русски говорить. Тым не менш, я адразу папярэджваю. Я не тэатральны крытык. Нават, можа быць, не такі ўжо вялікі тэатрал. Дарэчы, вот як вы ставіце, вы ведаеце новае значэнне слова тэатрал, якое з'явілася там где-то з год таму? Ну, театрал, наверное, это тот, кто хотя бы раз в месяц ходит в театр, то есть поддерживает себя в необходимости услышать слово, увидеть и какие-то мысли и эмоции получить от воздействия в театре. Вы чули, спадар Вячеслав? И вот ён кажа, что у них сучасный театр. Я думаю, что а сучасное значение не ведае. Ведаете, было интервью с где-то год тому с начальником столичного АМАПу, пасля того, як быў там разгон этих вот маршаў недармаедаў и так далей. И он сказал, что у нас же такие хлопцы, яны любят у театр ходить. И с того часа вот всех амапаўцаў называют театралами. Здесь разные варианты есть. Мы открыты ко всем, но я думаю, что в основном те люди, которые любят литературу, хотят какие-то свои новые эмоции или ощущения получить. И потому что телевидение, радио и даже, естественно, кино не всегда дают то, что может дать театр. Поэтому это дело такое наживное. Ну, конечно, что может дать кино, особливо, коли глядеть российские телеканалы, и там ментовские телеканалы? Не, я не гляжу, у меня давно уже отключен телевизор. Да, я думаю, телевизор. что большинство уже не смотрит телевизор. Але бывае, приезжаешь там до свояков куда-нибудь на вёску, и там на вёсках вот вельми любят. Ой, скажите им, как выключили на телевизор. Я думаю, что театрал, знаете как... Это любой человек, потому что, знаете, когда идет человек, шатается так, вот, никто же не скажет: о, смотри, там, смотри, он инженер пошел, а вот инженер дает, да, или там, о, милиционер, говорят, ну, артист вообще, ты видал, какой артист? Ну, да. Я думаю, что человек, который вот так определяет, он уже театрал. Не, я чуў такую, не ведаю, ці байка гэта ці не, но один з актораў, здаецца, Купалаўска, рассказывал мне такую историю, коли в автобусе там что-то он там передавал на квиток, там пробить, там что переполненным. Ему сказали, там, ну что-то он зрабил, ему сказали: ну ты артист. Он сказал: я не артист, я актор. Они сказали, что ты инженер вообще. Дарэчы, вось, спадар Владимир, все ж таки мне цікава, сучасны мастацкі тэатр. Але я гляжу, вот про тэатр почитаў специально, что он себе уяўляе. И я гляжу, открылся театр 25 вересня 2004 года спектаклем Брехта «Мещанская свадьба». Потом идут там и
Шмидт, і потім ви ставили «Чайку», Да, потім много классики. потім у вас «Дракон». Классика. Так а что ж сучасного у театра? Ну как, сучасного театра достаточно, были разные варианты. «Минск, я люблю тебя» был проект, где три драматурга написали разные пьесы о Минске, о Беларуси. И мы, естественно, так как художественный театр, хотим сохранять момент свежего воздуха или экспериментального варианта классики, но мы ищем, и сейчас это не значит, что мы строго определяем драматургов сегодняшнего дня или там новую драму, да? Поэтому, если это нам интересно и нам бы хотелось об этом высказать, мы это делаем. Так вот будет сейчас литовский автор, до конца года премьера «Демократия». Как раз поговорим о нашей сегодняшней жизни. Спадар Вячеслав, я так подозреваю, что вы там давно знакомы с Владимиром, там, может быть, сябры, там, ну, принамсі, може, там, некая супраца. Але вот зараз до вас вот просто як до профессионала, до театрала. Вот не глядите в его бок, вот только на мяне. Вот скажите, вот приехал бы белорусский сучасный мастацкий театр у Чикаго. Запросто. Вот была б цікавість, да? Конечно. Вот вы ж ведаете, какие у них постановки, як там играют, як они подают. Я вам больше скажу, мы над этим работаем. А мы туда собираемся. Я думаю, что это произойдет ну, может, не совсем в ближайшем будущем, может, не в следующем месяце, но в ближайшем будущем, да, мы обязательно это сделаем. Ну, добре, от тоді потлумачте мені, чим цікавий сучасний мастацкий театр Беларусі, чим він адметний, чому він може бути американському глядачу цікавий? Ну, во-первых, в Чикаго театральная публика, она хорошо воспитана и она хорошо подготовлена коллективом. Приезжает нам очень много всевозможных гастролеров, и это не всегда то, что ожидается. Знаете как, иногда бывает, что так и в Минске. Наш много зритель, хотелось бы, чтобы не приезжал. Наш зритель иногда... Это испорченный вкус. Да, наш зритель иногда подходит ко мне и говорит: слушай, ну вот зачем они это? Они что считают нас, за кого? Поэтому у нас зритель подготовлен. И если мы сделаем такую акцию, то мы обязательно привезем очень хороший театральный качественный продукт. Потому что, ну, гастролеры-то уедут, а мы там останемся, и мне потом выслушивают все это. Кого ты нам привез? Кого ты нам привез? Вот. Нет, слава богу, вот за все годы, которые я там нахожусь, и сколько я занимаюсь этим делом, у нас не было таких мы всегда приводим коллектив, во-первых, с которым мы сами сперва знакомимся. И если мы видим, что это люди нашего эстетических запросов нашего зрителя, а зритель там, вы знаете, он очень критичный, он очень чувствует неправду. Эти люди через многое прошли. Вот. Поэтому они все это понимают, чувствуют, и мы привозим только те коллективы, которые, несомненно, будут иметь успех. Несомненно. И будут иметь интерес. Кстати, не только в Чикаго. В Чикаго живет порядка 370 тысяч русскоязычного населения. Русскоязычного я имею в виду тех, кто говорит на русском языке. Это русские, евреи, латыши, Украина, Польша. Вы знаете, очень много, особенно старшее поколение. СНГ. Да. То есть в размер 370 тысяч населения, это такой размер областного центра. Примерно. Значит, если есть в областном центре театр... должен быть театр. Должен быть театр. У нас много детских театров. Причем это, вы знаете, очень интересно наблюдать за детьми. Они между собой, за кулисами, они говорят по-английски. А вот они выходят на сцену и говорят по-русски, зачастую, иногда совершенно без акцента. Это большое достижение родителей. Да, у Славы очень уникальный коллектив, почему я очень рад, что они приехали к нам на юбилей, потому что они сохраняют русский, белорусский психологический театр, то есть то, что
часто теряется сегодня во многих коллективах. Момент эксперимента, понятно, и инновации или развития, да, оно необходимо, но когда теряется школа или какие-то вещи очень принципиальные для восприятия, то вот это и неинтересно, и становится скучно на спектакль. Вот у Славы старая школа, и они, то, что они делают, нам многим надо и учиться, и то есть у них есть момент сохранения традиции. И это очень важно, на каком языке бы это ни было, но мы воспитаны на русском психологическом театре. Мы показываем спектакли только на русском языке, и мы очень много ездим. Ну, есть перспектива, что на белорусском появится. Я не уверен, что все наши актеры достаточно владеют белорусской мовой, каб на ее разговаривать на сцене. Сегодня же А ведаеце, вот ёсць у нас такое таварыства беларускай мовы, яго узначальваў доўгі час Олег Трусаў. І неяк Олег Трусаў там адказаў пры мне чалавеку, які кажа: я і ў беларускамоўнай школе вучыўся, ну вот практыкі няма, я вот не хочу гаварыць па-беларускі, таму што я не змагу гаварыць на чыстай беларускай мове. На што Трусаў ему сказаў: не можешь говорить на чистой белорусской мове, лупи на тросянце. Кстати, у нас вот этот вариант будет в новом спектакле как раз частично белорусская, частично тросянка, потому что в Минске она очень сильно давит, это в городе и в транспорте слышно, и мне кажется, это одна из вещей, которые характеризуют на сегодня наш город. Белорусский язык для меня был и остается очень красивым языком. Я даже вот помню достаточное количество поэзии. Пахнет чабор. Хіба ж на вечер той можно забыться, солнце за лесом жар птушкой садится, нечто спевая пяшчотное бор. Пахнет чабор. Но это же... Но есть еще и такое. В одном селении важно, где ходил баран чародея. Разумных баранов навогул же немного, а гена же дурнее дурного. Это впитано моим здесь. Вот я вырос в этом городе. Поэтому мы безумно благодарны театру и Владимиру за то, что вот появилась такая возможность приехать нам в родной город совершенно в новом качестве и повидаться с людьми, которых мы не видели по 30 лет. Вот я не был в Минске, предположим, да. Вот. И просто увидеть эти невероятные изменения, которые произошли и со страной, и с городом, и с людьми. Вот. И это производит очень хорошее впечатление. И мы очень благодарны вот театру СХТ и Владимиру за то, что у нас так получилось. До речі, мені от цікаво ваше такое назірання чоловіка звонку, тим більше, який не був тут 30 років, як ви кажете. От ви сказали, люди вельми змінилися. А як змінилися люди? В лучшую сторону. Ну, что это означает? Лепше попронаться стали? Тем, ну, это, вы знаете, странно было, если бы я приехал и увидел людей, одетых так, как они были в Советском Союзе 30 лет назад, понимаете? Нет, конечно. Очень приятно видеть, что это современный европейский город с фантастическими дорогами. Вот. Я вам честно скажу, в том месте, где я живу, в общем, не будем о грустном. Вот. Ну, конечно, очень красивые люди. Просто люди, вот внешне, я смотрю на них, у людей на лицах доброе, хорошее выражение лица просто. Вот, ну, видно, что хорошие, добрые, расположенные люди идут. Очень приятно. Все очень вкусно, все очень устроено. Единственное, вы знаете, что вот я обратил внимание на то, что я в центре не вижу пожилых людей. Вернее, я вижу, но их очень мало. Вот это меня несколько напрягает, потому что возникает вопрос, а где они? Я встречался со своими... Такими пенсиями, особливо по вот, центру, я хотел об этом сказать, что я встречался со своими друзьями, с которыми я учился вместе, служил в армии вместе, мы работали на заводах много лет вместе. И вы знаете, я
эти люди отработали всю жизнь продуктивную свою. И иметь пенсию, как вы сказали, $200, я вижу, вот этих людей в городе нет. Вот, кстати говоря, об этом и наш спектакль, в некотором роде об этом. Он сделал несколько на другом материале, на американском материале, но в принципе это спектакль о людях, о потерянном поколении. Понимаете, это спектакль о людях, которые... Это ужасно ведь, когда человек понимает, что то, что он верил, то, ради чего он жил и работал, вдруг оказалось мифом и химерой. И жизнь-то она гранична. И человек понимает, что... Вот я думаю, что вот это настроение, оно интернационально. Оно может быть как на Брайтон-Бич в Америке, так и в любом городе это может быть. Наш спектакль сделан на материале Нью-Йорка. Так написал автор Виктор Шендерович. Но на самом деле проблема вот этого поколения, вот то, о чем я говорил, потерянное поколение. Это люди, которые, вы не поймите, это не мы. Это люди, которые старше нас. Это наши родители. Эти наши бабушки и дедушки, которые еще живы. У кого-то, понимаете? Поэтому искусство искусством, но оно должно быть основано на совершенно современной ситуации и современной психологии человека, и на современном восприятии мира. Вот мы берем спектакли и пьесы, в которых есть вот это, которое может задеть зрителя за живое. Я уверен в том... Да, в спектакле плачут и смеются. Я уверен в том, что люди ходят в театр, вот вы говорите, кто такой театрал? Люди ходят в театр за сильными эмоциями. Вот когда человек хочет пойти в кино, он идет в кино, там, он выходит, через 5 минут он забывает. Иногда бывают фильмы, которые у нас остаются там. Но если человек пришел в театр, и через полчаса он начинает разглядывать свои шнурки на ботинках, вот, это значит, что либо он пришел не в то место, ему это не надо, либо то, что ему показывают, это не то, что он должно быть в театре. Люди ходят в театр за сильными эмоциями. Если этих эмоций не возникает, то что-то не так. Вот мы стараемся делать так, чтобы люди, которые пришли к нам в театр, испытали очень сильные эмоции, а потом ходили с этим день, 2, 3, месяц, возвращались к этому. Почему так? А зачем? А что было? Вот театр не обязательно должен давать ответы на вопросы, но театр обязательно должен трогать человека, не трогать, а возбуждать в нем самые сильные эмоции. Это могут быть, кстати, эмоции не только со знаком плюс. Они могут быть и со знаком минус. Но это обязательно должны быть сильные эмоции. Короче, вот мне зацеплюся за вашу фразу «Калі чалавек прыйшоў у тэатр». Пытанне адно да вас абодвух, але вот спадар Вячеслав скажа так, з амерыканскага пункту гледжання, ці асэнсоўваючы амерыканскае грамадства, а спадар Владимир вот з беларускага пункту гледжання. Шмат мы чуем про тое, что, ну вот только что казали про это, что час телевизора пройшоў, там пройшоў там час газет друкаваных, кажуць, папяровых, звычайных, час тэатра. Вот некаторыя кажуць, что и час тэатра, может быть, пройшоў, все заменили там сериалы. Вот як вы лічыце, все ж таки амерыканскае грамадства, ты 370 тысяч, хай сабе рускамоўнага насельніцтва Чикаго, гэта такая театральная нация, скажем так, и до белорусов то же самое будет, вот про белорусов. Ну, я думаю, что, конечно, час театра только наступает, и час того театра, который необходим людям, и, как Слава говорил, сильное впечатление, но и если в течение 50 минут первых человеку становится скучно, неинтересно на спектакле, конечно, это не его театр, или это вообще не театр, и лучше им этим не заниматься. Поэтому сегодня, наверное, очень важно, чтобы тема
касалась человека, она задевала, это было про него. Поэтому любая классика, любое литературное изыскание, оно должно быть задевать человека, его общество, его проблемы, и тогда, естественно, он будет за этим следить, находить ответы через какие-то вещи, эмоции, и понимать, что это, наверное, про меня, и тогда ему будет интересно вернуться в такой театр. Вячеслав. Ну, я хочу сказать, что то русскоязычное население, которое живет в Чикаго и в других городах, это на самом деле не показатель для Соединенных Штатов. Вот. И я просто знаю, что существует миф о тупых американцах. Вот. И мы ведаем того, не улыбайтесь. кто это рассказал это миф. Ну, существует такое бескультурная нация. И знаете, когда к нам приезжают гости, я веду их в американский театр, причем в театры, не скажем там, вот давайте так, в Чикаго 268 театров. В Чикаго. Из них 4, которые находятся на бюджете города. А ваш? То есть, нет, мы на самоокупаемости. Меценаты некие есть? Да, конечно, есть люди не безразличные, которые нам помогают, спонсоры наши. Вот на программке, которую мы будем давать на нашем спектакле, там смогут их увидеть сзади, список спонсоров. Но мы существуем так же, как существует театр СХТ. Но мы, кстати, существуем без спонсоров. Мы только на... Только на том, что зритель к нам ходит. Да. Он ходит к вам, да. и он ходит, если он ходит к нам, и даже, знаете, даже не столько работает реклама, сколько работает так называемое сарафанное радио, когда к нам приходит, когда приходит человек, и он говорит, надо идти, и к нам, ну, мы играем спектакли годами. Вы понимаете, что вот в маленьком городе, в маленькое общение у нас спектакли живут, мы не можем позволить себе ни материально, ни эмоционально сделать спектакль, сыграть премьеру, а потом отставить его в сторону. Мы не можем этого сделать. У нас спектакли наши существуют годами. Понимаете? И мы их играем в одном городе при таком маленьком количестве зрителей потенциальных. Вот. Но мы о другом говорим. Мы говорим об общем состоянии культуры, скажем, да, уровня. Вот эти 267 театров в городе Чикаго, они не пустуют. Начиная от театров на 20 человек, в зале стоит 20 кресел, и кончая 1500-ми, 2000-ми площадками, 4000-ми площадками. Я живу недалеко от озера Мичиган. Там есть такое место, которое называется Равиния. Равиния фестиваль. Туда приезжают звезды классической, эстрадной, рок-группы приезжают. И вот когда там приезжает, предположим, Чикагский симфонический оркестр, играет там регулярно, выступает, вот, то просто посмотреть, когда собирается 20 тысяч людей, 20 тысяч народу собирается на симфонический оркестр, который исполняет Чайковского, предположим. Я счастливый человек, потому что я бы никогда, например, не увидел вот на таком расстоянии 10 метров гениального Пако де Люсия, или Пласида Доминго, или этого самого... Ну, в общем... Мика Джаггер. Такие имена... Нет, да, Gypsy Kings, Питер, Пол и Мэри. Фантастично. Стинг. То есть это Пол Маккартни. Понимаете, это те звезды. И вы бы видели, как люди просто... Вот там 20 тысяч вмещает вот эта полянка. Это концертный зал под открытым небом. Там есть концертный зал с сиденьями, а остальное это лужайка с фантастической озвучкой, с большими экранами, и ты сидишь там с рюмкой чая, вот, с друзьями, и ты присутствуешь на фантастическом концерте. Мы говорим о том, что культурный слой в Америке, несмотря на все мифы и все сказки, которые вам рассказывают здесь, наверное, он существует. И люди, которые приезжают туда с таким настроением, уезжают от нас совершенно в другом состоянии. Добре, на жаль, у нас не так шмат часу, тому будемо так ближей до все ж таки дня святкування, що там буде. Але перше, вот я хотів би тут сказати про те, що з одного боку, вот ви кажете, що наш театр
толькі дзякуючы квіткам, публіцы і гэтак далей. Але у меня такое адчуванне, што вы не такія ўжо і простыя. Спектаклі там у дып-сервісе першай рэзідэнцыі Лукашэнкі, зараз у Палацы Рэспублікі. Нет, сейчас у нас две площадки. Концертный зал Минск, который мы так уже 15 лет назад открылись, и там постоянно работаем. Як кажуть, волосатая лапа где-то там есть? Ну, я думаю, что мы просто научились за этот период, разные периоды были, и большинство сложно, все непросто, но мы научились правильно работать по маркетингу и подаче. Поэтому, и, наверное, самое главное, театр без хороших спектаклей невозможно. Люди поэтому идут и приходят. Сейчас, да, в этом году, летом мы открыли только площадку на дип-сервис-холле. И там 2 спектакля «Чайка» и «Ромео и Джульетта». Вот сейчас «Бешеные деньги» еще будут играться. И там же будет происходить 25 числа наш юбилей, где много гостей, много известных телевизионных и достаточно музыкальных людей, которые соприкасались с нашим театром. Это и Егор Хрусталев, Владимир Максимков, Лариса Грибалева, у нас даже был спектакль с ними, и дядя Ваня, и Тодор Вытюшкевич будет, и Палац с Олегом Хоменко. То есть гостей очень много. Может, кого-то упустил. Самый главный как говорится, сюрприз для всех будет это вести 2 блогера. Это Татьяна Мартынова и Анатолий Ширвель. На русском и на белорусской мове. То есть двуязычие будет присутствовать. И все наши гости будут выходить и в качестве актера будут играть в спектакле вместе с нами. Какие-то куски, где-то импровизации, поэтому должно быть весело, неожиданно, оригинально. То есть вечер непредсказуем, но, мне кажется, очень может быть интересно. Все это будет передаваться в прямой эфир. Таким чынам, вот все гэта такі, я б нават сказаў, тэатральны капуснік. Да, адбудзецца 25 вересня у дип-сервис-холле. Да, в 19:00 начало. Всех ждем. Ну, я так думаю, что у вас не вельмі шмат будзе потым пасля некалькіх румак чаю, як сказаў вот Вячеслав, адысці, бо 28-го у вас уже и спектакль наступит. У нас и 26-го, 27-го еще на гастроли параллельно едет и американская группа, и в Могилев у нас 2 дня гастролей. Поэтому до конца месяца у нас очень активные каждый день спектакль. Это обязательно надо посмотреть все спектакли. Все-таки это как принято, надо за отчетный период отчитаться. 15 лет для театрального коллектива это срок серьезный. Вот мы, на самом деле, у меня был коллектив с Чикаго с 2001 года. Это был единственный в Америке русский репертуарный театр. Вот. А так получилось, что в 2010 году я создал другой коллектив. Вот нам уже практически будет 10 лет. Вот. И надо отчитываться перед людьми за сделанную работу. Как же так? Вот. Поэтому обязательно надо ходить на спектакли. Тем более у нас есть что сказать и что показать. И что показать. Поэтому мы всегда рады нашим зрителям. Тем более у нас есть свои уже поклонники и достаточно аудитория, которая именно ходит к нам. И нам это очень приятно за доверие, за любовь, за вот это вот теплое отношение. И, естественно, мы рады, что вот этот капустник или вечер, он должен быть такой удивительно смешной и неожиданный. До речі, мені от цікаво, за 15 гадоў хто больш на каго паўплываў? Вы на публіку? Ці публіка на вас? Нет. Вот публіка подросла, ці вы пачалі там на публіку больш працаваць, як кажуць. Вот публіка прыйшла до вас і сказала, а мы хочам, каб вы поставили, ну, я не знаю, «Ночь Мартиновича». Вот что вы скажете? Если это нас интересовало, и это параллельные мысли, как говорится, нашим планы, и мы, конечно, объясним, что вы молодцы, попали в эту ситуацию, когда мы это хотим сделать. Никогда мы не шли за публикой.
мы хотим, чтобы, наоборот, желание было у зрителя приходить и удивляться. Поэтому все, что мы делаем, это всегда что-то новое, неожиданное, и которое мы бы хотели на этот момент высказать. То, что волнует нас не только творчески, но и что необходимо сказать, наверное, как гражданам нашей страны, высказать какие-то вещи, которые нас волнуют, и нам хотелось бы говорить об этом. Ну, до прикладу, вчора у нас була Анастасія Шпаковська, лідерка гурта Да, «Нака». конечно. І вона сказала, що от мене хвилювало то, що нас тут тягнуть зараз в інтеграцію з Росією. Я написала таку песню-петицію. У вас вот есть какие-нибудь на актуальные подеи, вот там что-нибудь там сдарилось, а вы раз тут же постановку? Ну, естественно, у нас есть постановка гениальная Евгения Шварц «Дракон», которая раскладывает любые периоды нашей жизни. И она Отказ говорит... на все пытания. На все пытания, это раз. И, естественно, вот сейчас, я говорю, мы бы хотели поговорить, при том, что это литовский автор, Миндаугас Насторавичус, «Демократия» — это как раз такая народная комедия, разговор о жизни в стране. Как раз там будут разные национальности, которые присутствуют в Белоруссии, разговаривать, и Украина, и Белоруссия, и литовец, и русский, именно куда нам идти, зачем. Вот то, что сейчас сегодня, наверное, важно в обществе. Нужно нам с Россией быть или нам надо быть с Европой? Вот мы как раз хотели бы на эти вопросы ответить, потому что это, наверное, тоже важно сегодня поговорить об этом. Таким чынам, 25 верасня 15 гадоў адзначае сучасны мастацкі тэатр у Діп-сервіс холе. Атрымаецца здабыць квіткі, калі ласка, усе там і сустрэнемся. А таксама і 26, і 27, і 28, і далей ледзь не кожны дзень. Ледзь не кожны дзень постановки, показы, спектакли. И я так думаю, что варто не пропустить такие историчный, можно сказать, момент. Это первый да. раз за 30 Да. годов. Если учесть, что сейчас открывается посольство в Соединенных Штатах, в Белоруссии после Да, 11 вовремя лет. приехали, как Ну, то есть при открытии. сперва Болтон приехал к нам на разогрев, вот, его, правда, потом уволил Трамп, но не за это. Я думаю, что Болтон приехал, как домовиться про ваш приезд. Да, я же говорю, на разогрев приехал. Поэтому 26-го Могилев. Да, в Могилеве. 27-го Чикагский театр в Казе, называют В концертном его, зале в зале Минске, малом. 29-го. И да. 29-го. Мы Да, привезли два спектакля разных, поэтому приходите, пожалуйста. Мы постараемся, чтобы не оправдать ваши ожидания, скажем так. Таким чином, 25 вересня і всі наступні дні, і сучасний мастацький театр, і Чикагський театр чекають вас сапраўдныя, а не такія тэатралы. Калі ласка, прыходзьце. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. У 14:05 у нас в эфіры пагаворым пра канцэрт памяці Віктара Мартыненкі.